Главные новости республики на ТНВ. Здравствуйте! Доброе утро! В студии Рустем Каримулин. Я Соль Мухамедзянова. Приветствуем вас этим утром 12 февраля. И этот день очень богат на праздники. Сегодня отмечается День безопасного интернета, Международный день брачных агентств и День науки и гуманизма. Одним словом, каждый найдет дату по душе, чтобы ее отметить. И это еще не все, и не все темы нашей сегодняшней программы. Без рецепта. Простая гимнастика против ломоты в суставах. Приятного аппетита! Представляем 4 необычных рецепта ароматного масла. Счастливые люди. Рецептом успеха делится популярный актер Ильфат Садыков. Как часто мы в поисках выздоровления ищем таблетку от всех болезней или уникальную методику, которая обязательно помогут в самых отчаянных случаях? Сейчас свои медицинские услуги предоставляют не только традиционные медицинские учреждения, но и, например, представители китайской медицинской школы. Давайте вместе разберемся в этом направлении. Китайская медицина феноменальная и неопознанная. Кто-то использует ее методы только для профилактики болезней, другие обращаются как к последней надежде. В ее основе лежит главный принцип – каждый организм способен излечить себя сам. И наше здоровье во многом зависит лишь только от нас самих. Марина Леснецкая уже 5 лет практикует ее методы и преподает их другим. Один ее из любимых способов оздоровления – массаж гуаша. Хэгу – точка долголетия, да? Что у нас здесь расположено? Если рассматривать ладонь как целый организм, это у нас отвечает за голову, это у нас отвечает за руки, это у нас отвечает за ноги. Здесь органы внутренние. То есть мы прорабатываем систему бронхолегочную и прорабатываем шею. Точки определяются индивидуальным расстоянием. У каждого индивидуальный цунь. Цунь определяется по средней фаланге среднего пальца. И каждый человек может найти свою точку самостоятельно, найдя определенный момент. То есть ставишь к лодыжечке ручку, находишь эту точку. То есть человек своей ладонью находит самостоятельно свою точку. Промассировав ее, мы снимаем отечность, мы снимаем напряжение в ногах, мы убираем застойные процессы в ноге. И точка на ступне. Точка называется юнцуань, она на сгибе чуть-чуть выше середины стопы. Точка юной девы, то есть точка, которая отвечает женщине юностью и общим состоянием молодости. Лучше делать этот массаж утром, чтобы чувствовать себя бодро. В течение дня можно массировать уши, это повысит работоспособность. Китайская медицина не такая сложная, а самое главное, непривередливая. Например, ложечки гуаша для лица можно заменить обычными деревянными или металлическими. Все без исключения методы традиционной китайской медицины нацелены на то, чтобы помочь человеку, ничем ему не навредив. Лечение базируется на траволечении, иглорефлексотерапии, гимнастике и массаже. В России интерес к китайской медицине растет, ведь даже после первого сеанса чувствуется результат. Что же касается стремления лечить детей с помощью ее методов, то стоит знать, что успех будет только в том случае, если ребенок понимает и осознает, что с ним делают. Специалисты говорят, что оптимальный возраст для этого 12 лет. И все же, как бы ни была сильна ваша вера в возможности экзотической терапии, не забудьте проконсультироваться с лечащим врачом. Продолжаем тему медицины и встречаем нашего первого утреннего гостя. Это Алексей Малов, врач-рентгенолог. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Алексей, в нашей стране сохраняется высокий уровень смертности от заболеваний сердца и сосудов. Что к ним приводит? Вы знаете, здесь
Важно отметить, что есть как модифицируемые факторы риска, так и то, что мы не можем изменить, но тем не менее вы совершенно правы, заболеваемость очень высокая, лидирует, и эта тенденция сохранится, так же, как и смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы. И здесь надо сказать, что, конечно, тотальная пропаганда здорового образа жизни, коррекция факторов риска, такие как курение, высокий уровень гликемии крови, гипертония, это первое и самое главное. Но не менее важное является на сегодняшний день необходимость для каждого понять, что ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний – это залог успеха. И предпосылки для этого созданы, поскольку сегодняшний уровень лучевой диагностики, ультразвуковой диагностики позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, а лечение наиболее эффективно именно в ранние сроки. То есть изменить ситуацию можно при помощи профилактики, да? Чем раньше начать диагностику, да, то можно как бы изменить ситуацию к лучшему. Совершенно верно. И на сегодняшний день речь идет не только о каких-то рутинных исследованиях, таких как электрокардиография, таких как эхокардиография, но также о комплексе лучевых модальностей, таких как рентгеновская компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, радионуклидная диагностика, которые дают четкий дифференциальный диагноз и которые выявляют заболевания на наиболее ранних стадиях. А вот какие обследования, в том числе вот на самом новейшем таком оборудовании, проводятся и самые популярные на сегодняшний день? Какие являются? На сегодняшний день в Республике Татарстан более 29 рентгеновских компьютерных томографов, 8 магнитно-резонансных томографов, 7 аппаратов гамма-камер и ПЭТ. И рентгеновская компьютерная томография коронарных сосудов, сердца позволяет выявлять атеросклероз, диагностировать ранние признаки ишемической болезни сердца. А магнитно-резонансная томография также с успехом применяется. И на сегодняшний день это достаточно чувствительный экспертный метод выявления широкого спектра первичных некоронарных заболеваний, кардиомиопатий, воспалительных заболеваний, миокардитов и так далее. А вот сейчас все заболевания, так скажем, молодеют, да, и вот очень много детей с заболеваниями того же сердца, да, и вот сосудов. Что делать в этом случае? Все ли исследования, которые проводят взрослым пациентам, положено, скажем так, и детям? Подходит им, да. Безусловно, есть те методы диагностики, которые связаны с лучевой нагрузкой, с лучевым воздействием на пациента. Мы стараемся начинать с нелучевых методов, таких как электрокардиография, эхокардиография, ультразвуковое исследование сердца, магнитно-резонансная томография. Также является экспертным нелучевым методом. Те методы, которые применяются и связаны с лучевой нагрузкой, такие как рентгеновская компьютерная томография, также применяются в детской практике в том случае, когда речь идет о необходимости оперативного вмешательства, то есть они выступают методами второй линии. Ваши советы нашим телезрителям, как ухаживать за собой, чтобы максимально дольше быть молодыми и здоровыми? Да, сохранить, так сказать, сердце, сосуды. Советы следующие. Во-первых, необходимо вести здоровый образ жизни. Это здоровый режим труда и отдыха. Это очень важно. Следить за уровнем холестерина, измерять цифры артериального давления. При появлении первых симптомов обращаться к доктору, не заниматься самолечением. Ну и, безусловно, начинать и не отказываться от программ диспансеризации и от новых методов лучевых диагностики. Приходить, выполнять и рентгеновскую компьютерную томографию, и магнитно-резонансную томографию сердца, и весь тот комплекс обследований, который реализован на сегодняшний день в Республике Татарстан. Самое главное, заниматься, наверное, самолечением. Как часто можно проходить и как часто нужно лучше всего проверяться? Вы знаете, если речь идет о диагностике, о скрининговых обследованиях, то достаточно это делать раз в год. Если же у пациента уже диагностировано заболевание сердца, заболевание сосудов, то его лечащий доктор обязательно составляет программу его наблюдения и повторных визитов с целью оценки эффективности проводимой терапии. Благодарим вас за такую полезную беседу. А мы сейчас прервемся на рекламу и скоро вернемся. Впереди еще много интересного. Желаем вам доброго утра. Наша программа продолжается первой частью гороскопа.
Овны. Вторник хорош для заключения договоров, оформления бумаг и финансовых сделок. Вероятны трудности в личных отношениях. Не старайтесь сегодня переложить свои заботы на чужие плечи. Тельцы. Сегодня не исключено изменение хода событий в вашу пользу. Возможно, именно вторник позволит вам прийти к согласию и с супругом и обрести мир в душе. Близнецы. Сегодня вы погружены в себя и свои мысли. Это станет поводом к ссорам и с близкими людьми. В результате ваши отношения могут зайти в тупик. Раки. Этот день как нельзя лучше подходит для построения карьеры. Вероятно, успехи и в личных делах, но материальные вопросы решить будет сложно. Вероятно, ухудшение финансового положения, связанное с необдуманной дорогой покупкой. Лев. Сегодня ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Приглашение в гости подарит вам новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень полезны вам. Поэтому не отказывайтесь. Девы. Вторник – день пробуждения внутренних сил и преобразования внутренней энергии. Возможно, вас ждет увлекательное путешествие или приятное знакомство, которое запомнится надолго и принесет много приятных ощущений. Какой приятный гороскоп на вторник. Закончим давать звездные предсказания в конце программы, а пока время заняться спортом. Стопы стоят вместе, колени подтянуты, макушка тянется наверх, руки на поясе. Поднимаемся на полупальцы и опускаемся вниз, сохраняя прямыми колени, затянутыми бедра и ягодицы. Мышцы живота в тонусе. Стараемся держать подбородок наверх, взгляд перед собой. На 3 счета задержимся наверху, опускаемся вниз. Колени не сгибаем. Мышцы живота в тонусе. Открываем ноги в первую позицию и в шестую. Повторяем упражнение 8 раз. Колени прямые, ягодицы подтянуты. Мышцы живота напряжены. Выводим правую ногу перед собой и отрываем от пола. Сокращаем стопу и затягиваем подъем. Не оседаем на опорной ноге, макушкой тянемся наверх. И еще 4 раза. Делаем круг стопой 4 раза наружу. Колено и бедро не двигается. И в обратную сторону. Меняем ногу. Левая стопа работает 8 раз. Лопатки опущены вниз, тянутся к позвоночнику, спина прямая. Круг левой стопой наружу. 4 раза и в обратную сторону. Ролевые по первой позиции. Поднимаемся наверх, вниз. Пятки держим выворотно, колени подтянуты. Мышцы ягодиц затянуты. Первая позиция – деми-плие. Маленькое приседание. Колени открываются в сторону стопы. В крайнем положении колени затянуты. Выполняем всего 8 раз. Следим за тем, чтобы копчик подкручивался вперед на плие, а живот был подтянут. Поднимаем правую пятку, продолжая выполнять плие. Вес тела остается посередине, колени открываются в стороны. И 4 раза выполняем с левой ноги. Что ты задумался, я смотрю. Да, просто интересно, как это вообще ноги так вот встают. Ну вот так встают. Главное держать равновесие. Согласен. Попробуем потом, попробуем. Продолжим. Накануне Дня всех влюбленных эксперты провели опрос среди российских туристов с целью выявить самые романтичные города России. Итак, согласно результатам, самым романтичным городом стал Санкт-Петербург. За него проголосовало 60% респондентов.
За город-курорт Сочи и столицу Приморья Владивосток отдали свои голоса 9% опрошенных. За Казань 7%, за Москву и Екатеринбург по 5%. Ну, согласись. Приятно просто попасть в такой рейтинг. И особенно приятно жить в одном из романтических городов России. А наша программа продолжается. Доброе утро! Гармоничный образ включает в себя много составляющих, таких как прическа, макияж, цвет, фактура ткани и ее рисунок, пропорции костюма и, конечно же, аксессуары. Сегодня я сама решила преобразиться и показать, что интересный повседневный образ может быть гармоничным и красивым. Я для тебя выбрала клевое такое платье, как сейчас покажу, платье-рубашка. Как раз-таки для тех людей, кто работает в офисе, ну, у которых нет определенного дресс-кода, но надо выглядеть достойно, красиво. Очень рекомендую иметь вот такое платье-рубашку в арсенале. Его можно будет преобразить потом. Мы с тобой сейчас померим его. Для дневного образа я к платью тебе предлагаю надеть жакет, как раз таки для работы, для официальности будет очень круто смотреться на тебе. Очень интересная у него фактура мягкая, которая придает как раз таки легкой женственности твоему всему образу. Брючный костюм очень рекомендую иметь в гардеробе. Он универсальный тем, что его ты можешь надеть и на работу с какой-то блузой, также вот с водолазкой, например, как здесь, и надеть его на повседневный образ, чтобы он у тебя получился. Меняешь просто обувь, например, у тебя каблуки, ты пошла в офис и потом поменяла на какие-то кроссовки, на кеды, на ботинки и пошла гулять с друзьями куда-нибудь. Несмотря на то, что за наш город проголосовало всего 7%, и не признали нас, что самым романтичным городом, да? Мне кажется, в преддверии весны женщины уже настроены на романтический лад. Вот сейчас Оксана доказала своим красивым романтичным образом, как можно настроиться на весну. Ага. А мы продолжаем. Каких только способов похудеть не придумало за долгие годы человечество. Например, в начале 20 века модно было худеть с помощью ваты. Да, ее предлагалось есть вместо еды. Это нормально. Предполагалось, что она может насытить организм клетчаткой и умерить аппетит. Жевать ее предписывалось, предварительно замочив в желатине. Аппетитнее. Какой-то ужас. Как хорошо, что все эти варварские способы остались в прошлом и признаны абсолютно недейственными и вредными. Зато теперь точно известно. Нужно просто есть в меру и только здоровые продукты. На этот раз у нас 4 рецепта оригинального масла. Для первого рецепта возьмите 100 граммов сливочного масла, 5 листиков базилика, 2 столовые ложки вяленых томатов, 4 столовые ложки тертого пармезана. В чаше чоппера измельчите все ингредиенты до однородного состояния. Сформируйте колбаску, положив ее в фольгу, бумагу для выпечки или пищевую пленку. Храните в холодильнике. Для следующего рецепта возьмите столько же граммов масла, 5-6 перышек зеленого лука, половину болгарского перца, соль, перец по вкусу. Перец нарежьте и обжарьте до мягкости. Все ингредиенты смешайте до однородности.
сформируйте колбаску и уберите в холодильник. Третий рецепт. Вам понадобится 100 граммов масла, 1 столовая ложка апельсиновой цедры, 2 столовые ложки клюквы, 2 столовые ложки кленового сиропа. Технология приготовления та же. Четвертый рецепт. Возьмите 100 граммов масла, четверть чайной ложки корицы, 2 столовые ложки меда. Смешайте и храните в холодильнике. Приятного аппетита! Не знаю, можно ли после этого похудеть, но это точно, мне кажется, очень вкусно. После этого похудеть можно. Да? А мы продолжаем. И прямо сейчас увидим с вами, что же предлагает своим зрителям телеканал ТНВ сегодня. Бывает. Что, консультация закончилась? Да. Нет, мне все ясно. С вас 100 рублей. И что, вы беретесь за мое дело? Ну, конечно, берусь. Даже если оно абсолютно безнадежно? Безнадежные дела – это вообще моя фишка. Я даже хочу изменить плакат. Хочу написать: Мария Пирогова, адвокат, специалист по безнадежным делам. Вот как? У Маши новое дело. Ей предстоит уговорить бывшую жену клиента отказаться от части квартиры, купленной после расставания супругов. «Маша в законе». Смотрите сегодня в 9:00. Снежана, я не поняла, а где клиент? Ушел. Как понять, ушел? Он что, расплатился с вами? Вы ему выдали расписку? Нет, ну, мы подумали, вы с ним закончили? Он в окно посмотрел, по телефону поговорил, а потом ушел. В контору к нотариусу Антону Неглинцеву подкидывают странный пакет. Клиент, оставивший его, сбегает. Вскоре в офисе неизвестные устраивают погром. Похождения нотариуса Неглинцева. Смотрите сегодня на ТНВ. Как создавалась духовная музыка, каковы тайные смыслы религиозных текстов и почему эти песнопения исполняются только по определенным канонам. Об этом и многом другом узнаете в программе «Не от мира сего» сегодня на ТНВ. В нашей программе мы уже рассказывали о том, что с 1 января этого года вступил в силу федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Однако, как известно, в ходе реализации любого нормативно-правового акта возникает немало вопросов. Поэтому сегодня мы пригласили к нам в студию начальника отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Энже Мухаммедгалиеву. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть. Вот вы нам уже рассказывали о том, что благодаря новому закону о садоводстве и огородничестве у граждан появилась возможность строить на своих садовых участках дома. А что делать тем, кто уже, скажем так, дома уже были построены и права на них зарегистрированы? Да, действительно, это одно из важных положений нового закона о садоводстве и огородничестве, то есть возможность на своих садовых участках возводить жилые дома, то есть такие дома, которые будут пригодны для круглогодичного проживания в них, и в них можно будет прописаться. Однако, вот, что касается уже ранее построенных домов и права на которые уже зарегистрированы, как раз вот новый закон призван их упорядочить, систематизировать, то есть привести, скажем так, к одному знаменателю. Да, к норме. Что это значит? Дело в том, что, я думаю, не секрет ни для кого, что законодательство постоянно меняется, в том числе и менялись положения так называемой дачной амнистии, которой наши граждане очень активно пользовались в течение более чем 10 лет. И за этот период нами было зарегистрировано множество, конечно, прав на объекты совершенно разные, с разными наименованиями. То есть это могли
могли быть жилое строение без права регистрации проживания, жилое строение с правом регистрации проживания. Затем менялось на просто жилое строение. Потом это были дом, назначение жилое, либо нежилое. То есть самый разный вот такой калейдоскоп, скажем так, наименований. Так вот, новый закон о садоводстве и огородничестве говорит о том, что все объекты недвижимости с назначением жилое строение теперь в силу закона признаны жилыми домами. То есть, например, у гражданина было зарегистрировано право собственности на жилое строение без права регистрации проживания, по дачной амнистии он заполнял декларацию, и право мы такое зарегистрировали. Теперь это жилое строение у него признано жилым домом. Так. Что касается объектов с назначением нежилое, за исключением хозяйственных построек и гаражей, новый закон о садоводстве такие объекты признают садовыми домами. То есть у нас теперь жилые дома и садовые, дома. И садовые дома, да, совершенно. А вот новым законом о садоводстве предусмотрено, что земли общего пользования передаются в общую долевую собственность всех членов СНТ, я правильно понимаю? И подскажите, пожалуйста, какой необходим перечень документов для регистрации этого права? Совершенно верно. Имущество общего пользования – это тоже одно из понятий, которое дается в новом законе о садоводстве. В имущество общего пользования входят также земельные участки общего назначения. Ну, я думаю, понятно, да? Там аллеи какие-то, да, там для прохода, проезда и так далее. Так вот, чтобы оформить право на такие участки, необходимо представить нам определенный перечень документов, который будет зависеть от того, кому принадлежит в настоящее время земельный участок. То есть, либо это земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности, либо это земельный участок, который принадлежит товариществу на праве собственности, как юридическому лицу. Так вот, в первом случае нужно будет обратиться в исполком по месту нахождения земельного участка за предоставлением участка. Участок участки, да, вот, общего назначения предоставляются в общую долевую собственность всех членов товарищества, собственников садовых участков. А во втором случае, если участок принадлежит товариществу, то вопрос о передаче вот этого участка всем членам товарищества, собственникам садовых участков, решается на общем собрании товарищества. То есть нужно собрать, по итогам, значит, составить протокол, решить передать по списку и, кстати, определить доли, размер долей в праве, да, у каждого вот собственника садового участка будет пропорционален размеру его, площади его садового участка. Затем, поскольку право возникает с момента регистрации, с этим протоколом, ну и с другими документами, необходимо будет обратиться к нам за регистрацией права. Хорошо. А если на садовом участке изначально был построен дом, вот, предназначенный, скажем так, для сезонного пользования, да, вот только летом, например, проживает человек, а потом в ходе реконструкции какой-то, да, переоборудования уже все можно будет круглогодично, да? Что в этом случае делать? Нужно документы тоже переоформлять, я так понимаю, да? Совершенно верно. Это речь идет об изменении назначения объекта, да, то есть был нежилой, стал жилой, и, естественно, наименование. Я думаю, такая ситуация, она как бы довольно-таки часто встречается. Действительно, может быть, раньше не было газа, да, потом проведена газификация товарищества и так далее, и дома уже становятся пригодными для круглогодичного проживания. Если раньше это была очень большая проблема, которая, как правило, разрешалась только в судебном порядке, то сейчас, опять же, новый закон о садоводстве дает возможность признать садовый дом жилым или, наоборот, жилой дом садовым. Вот в исполнении этого положения правительством Российской Федерации было принято постановление о порядке признания. Да? Что для этого нужно сделать? Гражданину, собственнику дома необходимо обратиться в орган местного самоуправления, это исполком, по месту нахождения объекта недвижимости, обращая внимание. Значит, туда нужно представить соответствующее заявление, проустанавливающий документ на дом, заключение по обследованию технического состояния дома и иные документы, которые потребуются. Орган в течение 45 календарных дней рассматривает документы, принимает решение, затем с этим решением о признании, допустим, садового дома жилым нужно прийти к нам в управление Росреестра, представить технический план дома уже с новыми характеристиками, да, и тогда мы на основании этих документов вносим изменения. То есть, если это был садовый дом нежилой, соответственно, мы меняем на жилой дом с назначением жилое. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Я думаю, многие
многим нашим телезрителям все стало понятно. Сейчас у нас реклама на ТНВ, она будет недолгой, мы скоро вернемся. Как работает реальная экономика на ТНВ по понедельникам в 22:10. Здравствуйте, наша программа продолжается. Американские ученые вновь порадовали нас своими изысканиями. Они проанализировали пищевые привычки и психическое здоровье более 26 тысяч человек и выяснили, что потребление грецких орехов уменьшает риск развития депрессии. В частности, у любителей этих орехов депрессия встречалась на 26% реже, а также у них наблюдалась большая заинтересованность в их ежедневной деятельности. Также исследователи указывают, что не только орехи помогают справиться с этим тяжелым недугом. С плохим настроением борется и средиземноморская диета, в которой входит большое количество свежих овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов и семян, рыбы и курицы. Продолжим также с советами о здоровье. Если человек говорит о ломоте в костях, то следует для начала разобраться, что на самом деле болит и почему. Пациент может жаловаться не только на ломоту, но еще происходит эродирующая боль в какую-либо часть тела. Допустим, он говорит, у меня вот болит поясница, а еще иногда стреляет в ногу. Соответственно, то есть это значит, что нервные окончания сдавливаются. Соответственно, то есть тут нужна консультация, конечно, в первую очередь невролога. Но это, опять же, все связано с возрастными изменениями. То есть это основная причина, почему это так происходит. Чаще всего к ломоте в костях и хрящах приводит усталость, дефицит витаминов, малая подвижность, избыточный вес и преклонный возраст. Как с этим бороться? Ну, это основной ЛФК, разумеется. То есть это физические нагрузки. Как бы странно это ни звучало, но надо больше двигаться. При хондрозах, артрозах основная причина, почему вот пациенты ее запускают, это они думают, что у меня болит, значит, это не надо двигать. То есть, соответственно, я не буду двигаться, и оно у меня перестанет болеть. Но, к сожалению, работает все это по-другому. Организм очень ленивая штука. Если он этим не работает, значит, оно ему не нужно. Упражнения самые простые. Выберем те основные упражнения, которые будут максимально задействовать плечевой сустав. То есть это основное, что вращательное движение получается вперед. Делаем вот так. На каждый сустав, разумеется, отдельное движение. Вот. Угу. Делаем где-то 10 повторений по 3-4 подхода. Вот. И в обратную сторону. То же самое. Угу. Также, получается, нужно сделать небольшую растяжку плечевого сустава. То есть мы делаем это тоже так. Мы максимально пытаемся завести руку за спину. Таким способом. Вот. Где-то в районе 30 секунд. То есть считаем до 30 и убираем. То же самое делаем, только теперь снизу, заводим за спину. Далее, на что у нас часто жалуют пациенты, это, разумеется, ломота в пояснице. Это наклон вперед. Получается, пытаемся дотянуться пальцами до носочка, да, правильно. Опять же, где-то 30 секунд в таком положении. Угу. Так, прогибы назад, стараемся не упасть. Здесь нужно делать уже по 15 секунд, потому что такое положение не особо полезно, не особо, да, его тяжело выполнять. То же самое, наклоны в сторону, наклоны влево. Угу. Угу. Пытаемся растянуть позвоночник, то есть пытаемся растянуть эту поверхность. Да, и в другую сторону. Далее, круговые движения. Двигаем не тазом, а туловищем. Получается, руки на пояс и пытаемся раскручиваться. Туловище при этом должно быть на месте. Коленный сустав тоже. То есть можно разрабатывать основными методами. Это как? Это круговые движения в коленных суставах. Ноги ставим вместе, руки на коленки и по часовой стрелке раскручиваем. Также 10 повторений. Хруст – это нормально, сразу говорю. Но перед тем, как выполнять гимнастику, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Продолжим тему. 16 февраля в Болгаре пройдет второй зимний фестиваль исторического многоборья Кыш-Батыр.
Узнаем все подробности у организаторов фестиваля. Это Алексей Кокорин и Марк Рофман. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Скажите, что ждет пришедших на фестиваль? Ну, во-первых, 16, как вы сказали, февраля, начало в 11 соревновательной части. Регистрация участников начнется с 10 часов. Участников я расскажу, что ждет именно участников соревновательной части. Значит, их ждет увлекательное состязание по биатлону. Только мы заменили винтовки на средневековое оружие. Это лук, арбалет, копье и метательные топорики. Так. То есть они проходят дистанцию где-то 1,5 километра с несколькими огневыми рубежами, где определяются победители в нескольких возрастных категориях. В номинации классические лыжи. Там возрастные категории от 12-14 лет, 15-17 лет и свыше 18. Также будут у нас соревнования в номинации «Исторические лыжи». Это, значит, люди обязательно в исторических костюмах, лыжи без палок. Они очень похожи на охотничьи широкие лыжи. То же самое, они проходят дистанцию и с огневыми рубежами. Это от 18 лет. То есть это не только для участников будет интересно, а для зрителей так вообще. Для зрителей будет несколько площадок работать. Это будет и исторический лагерь, будет проходить зимний рыцарский турнир, богатырский, где вот участники, как раз, которые будут биться на мячах, они потом оденут эти лыжи и в этих лыжах побегут. То есть будем выявлять действительно самого сильного батыра болгара. Вот. Участники у нас приедут с разных регионов, ну и зрители у нас тоже будут с разных регионов. И для них историческая кухня, гастрономические всякие изыски, все будет готовиться на улице, все будет показываться. Огромное количество мастер-классов. То есть, по сути дела, это такой большой зимний фестиваль в Болгарах. Да, для людей любого возраста. Вот мне очень интересно, для детей? Для детей, да, вот для детей что приготовили? Что за мастер-классы? Детская площадка у нас рассчитана на активные игры, потому что это все-таки зимой проходит. То есть не будет, конечно, там гончарного дела прямо на улице, но там есть мастерские. Есть человек, который погуляет по улице, спокойно может зайти в мастерские музея-заповедника болгарского и слепить там горшочек, поработать с кожей или с тканью. А на улице будут работать кузницы, будут работать интерактивные площадки, где можно будет пострелять из лука, облачиться в доспехи. Для детей специальные мы привезем мягкие доспехи, где до 40 человек одновременно смогут сражаться на имитационном оружии детском. Это будет очень интересно посмотреть, как маленькое войско воюет между собой. Это будет очень интересно. Глаз горит, захотел, да, насчет того, что захотел, это очень правильно. Давайте узнаем, что нужно сделать, чтобы принять участие. Ну, все очень просто. Можно на сайте нашего агентства или на сайте Болгарского музея-заповедника оставить заявку для участия или в группе ВКонтакте. Все это легко делается. Оставляется заявка, мы записываем. Заявки у нас принимаются до, получается, 15 числа, потому что много уже подали заявки. У нас более 300 заявок подано. Активно это подают, Татарстан, да, Ульяновская область, Марий-Эл республика. В прошлом году было под 300 участников, в этом году уже больше 300, и мы продолжаем принимать. Очень интересно. А какие планы еще на будущее? Что ждет жителей и гостей республики? Расскажите, пожалуйста. 1 мая у нас в том же Болгаре мы планируем провести гастрономический фестиваль «Чак-чай», в рамках которого проводится конкурс на лучшего производителя чак-чак путем анонимного голосования и дегустации. Наконец-то мы узнаем, кто же производит лучший чак-чак из большого количества производителей. Ну и в летний сезон нас ожидает несколько фестивалей внутри республики. Их достаточно много делает не только наша компания. Разные люди занимаются событийным туризмом, разные группы. Ну и самый большой фестиваль, который пройдет в Болгаре, это, конечно, фестиваль средневекового боя, международный фестиваль «Великий Болгар», который пройдет 10-11 августа тоже в Болгаре. Замечательно. Ну что ж, я думаю, что всем нашим телезрителям будет очень интересно принять участие в этом фестивале. Спасибо, что так красочно рассказали. Я думаю, это будет феерично. Но я думаю, вам будет интересно узнать, кто из наших телезрителей выиграет билет. Сейчас у Прямо нас сейчас розыгрыш. мы узнаем. От одного розыгрыша переходим сразу же к другому. Вот этот билет на колесо обозрения «Вокруг света» в Ривьеру достанется тому, кто ответит на наш вопрос. Итак, назовите, пожалуйста, самое маленькое по площади государство Европы из 4 нами предложенных. Итак, внимание, это Андорра, Монако, Ватикан или Бахрейн. 570-50-75, дозванивайтесь, отвечайте на наш вопрос, а мы пока узнаем, что интересного можно будет узнать, увидеть, посетить в нашем любимом городе.
Ришар Гальяно, французский композитор и аккордеонист-виртуоз, выступит сегодня в Казани. На родине его имя произносится с трепетом, его называют священным монстром джаза и удостаивают высочайших наград. Гальяно – рыцарь Национального ордена за заслуги, офицер и кавалер Ордена искусств и литературы. Ученик и друг Астора Пьяццолы, он предпочитает джаз и танго, который и исполнит сегодня в сопровождении оркестра народных инструментов под управлением Анатолия Шутикова. Балет Аллы Духовой «Тодос» представит казанской публике танцевальный спектакль, и приснится же такое. Яркий фантастический образ, захватывающие сюжеты, калейдоскоп стран и культур, и даже перемещение во времени. Такое возможно только в прекрасных снах, который в красочном шоу воплотит на сцене балет Аллы Духовой. YouTube – мир бесконечных возможностей и непредсказуемых капризов фортуны. Кто-то зарабатывает там миллионы, и почти невозможно предсказать, какой видеоролик вызовет настоящее цунами лайков и подражаний. Если вам интересно постичь правила, по которым живет этот мир, то, возможно, стоит посетить встречу с командой YouTube-канала «Громкие рыбы» в творческом пространстве «Маяковский». Они расскажут, какой ролик привел к изменению правил YouTube, истории быстрого успеха блогеров, чему учат на конференциях для YouTube-авторов, и обсудят многие другие любопытные темы. Вход свободный. Наша программа продолжается, и у нас есть дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Надия. Очень приятно. Итак, повторяем для вас вопрос. Итак, назовите, пожалуйста, самое маленькое государство Европы из 4 нами предложенных. Итак, это Андорра, Монако, Ватикан или Бахрейн? Ватикан. Ватикан, да, все правильно. Его площадь всего 0,44 квадратных километров в квадрате. Да, все верно. Мы вас поздравляем. Этот приз ваш. Не кладите трубочку, вам расскажут, как его забрать. Ну а сейчас продолжение гороскопа в нашей программе. Весы, у вас активный творческий день. Усилится ваша чувствительность и интуиция. Хорошо совершать покупки. Так, я сегодня бегу за покупками, чувствуется. Да, это очень хорошо. Вот представляешь, хорошо совершать покупки, букву выбираешь, хорош совершать покупки будет. Так что одна буква решает. Хорош. Сегодня хорошо, а завтра хорош. Скорпионы, сегодня вы почувствуете небывалый прилив сил и с энтузиазмом приступите к делам. Вероятно, вы сможете с легкостью решить профессиональные вопросы. Очень хорошо. Великолепно, я бы сказал. У Скорпиона никогда не бывало плохо. Я все слежу, думаю, может Завидуешь, быть... почему ты не Скорпион, а Стрелец? Да Давай. нет, я, наверное, перейду скоро, стану Скорпионом. Что такого-то? Перенестись с декабря. Стрельцы, у вас день пробуждения и преобразования энергии. Первая половина дня отмечена душевным равновесием. Ваша работоспособность повысится, что благоприятно скажется на укреплении вашего авторитета. Останься-ка ты лучше в Стрельцах. Не надо переходить, у тебя все хорошо. Так и быть, останусь в Стрельцах, похожу еще. Козерог, не исключено, что вечером вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами или решением срочных финансовых вопросов. Утро отмечено рутиной и даже некоторой скукой. Ну, утро же. Я завидую людям, у которых утро скучное. Да, которые спят. Водолей. Благоприятный день, дающий возможность переосмыслить прошлый опыт и построить планы на будущее. Однако сегодня не следует начинать новые дела. Лучше разобраться со старыми проблемами. Старые проблемы решить быстрее. Накопятся, потом что будешь делать? Не знаю. Я знаю. Переедешь в другой город. Продолжим. Хорошо. Рыбы. Некоторая ваша инфантильность может привести к утрате чувства уверенности в своих силах. Вам нужно справиться с негативными эмоциями. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких и друзей. Друзья и близкие плохого не посоветуют. Ничего себе, заговорили цитатами соцсетей. Итак, мы продолжим нашу программу чем? Все, что мы с вами уже узнали сегодня, вернее, успели рассказать, уже узнали, а вот что увидим завтра. Приятного аппетита! Готовим оригинальное имбирное печенье. «Свет рампы». В Казани прошла премьера экспериментальной оперы, созданной молодыми композиторами.
Ну что, на этом наша программа завершается. Я не устаю говорить, что погода на улице замечательная. По крайней мере, я себя прекрасно ощущаю, потому что умеренный мороз, всего около 8-9 градусов ниже 0, а к вечеру похолодает до 11. Ветер умеренный, атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 85%. Магнитное поле Земли спокойное. Ну что ж, дорогие друзья, всем отличного вторника, удачного продолжения дня. Да, приближается, кстати говоря, хороший и красивый праздник. Это День Святого. Ни в коем случае не забудьте ей купить подарок, даже если она не просила Валентина. Ты К чему мы будем готовишься, конечно. Мы об этом поговорим готовимся. завтра и послезавтра. А сегодня с вами были Рустем Каримуллин и Ассоль Мухамедзянова. Отличного дня, мы вас любим. Всем пока. Еженедельно о самом главном смотрите 7 дней на ТНВ.